Небывалый кредит доверия кыргызстанцев в судебной системе – 75,5%. Такие данные представила международная организация по праву развития IDLEO, которая в нашей стране работает уже более 10 лет. Специализируется на обучении и оценке деятельности судебных приставов в Кыргызстане, разработке реформ в судебной системе и в целом преследует цель повысить доверие общественности к судам. Социологическое исследование организация провела по запросу высшей судебной инстанции. И, как следствие, результаты его были опубликованы на сайте Верховного суда в виде заявления советника директора IDLEO Достанбая Айджигитова. Пилотный опрос, впервые в истории государства разработанный и осуществленный представителями судебной системы, гражданского общества и социологов в рамках программы доверия суду, охватил 1044 участника процессов 5 судов – Верховного суда, Бишкекского городского суда, Аламединского районного суда Чуйской области, Межрайонного и Свердловского районного судов города Бишкек. Уровень удовлетворенности среди непрофессионалов составил 75,5%. Такой показатель стал неожиданностью даже для председателя Верховного суда Айнаш Такбаевой. Поделиться ими она не преминула во время своей прощальной пресс-конференции. По ее словам, такой анализ было решено провести лишь для того, чтобы доказать положительные подвижки в работе судебной системы. Для меня это тоже цифры, которые там были указаны. Для меня это было новостью. Обратились к нашим донорам, чтобы помогли именно в выявлении и доверие к судебной системе на основании опроса. Опроса неизвестно кого, а именно тех, кто принимал участие в судебных заседаниях, кто непосредственно сталкивался с судебной системой. И поэтому вот результат. Кандидат юридических наук Тимур Иманкулов о работе судебной системы знает не понаслышке. И именно поэтому представленные результаты социологического опроса ставят под сомнение. Это же фантастика. Я даже не верю, что 7% людей доверяет судебной системе. Я кандидат юридических наук, и я не доверяю судебной системе. Я считаю, что где-то уровень доверия к судебной системе 1 или 5%. То за 8 лет приняты самые страшные законы в сфере организации судебной власти. Теперь право на судебную защиту имеет только человек, который оплатит деньги, то есть это продается, потому что госпошлина. Теперь судьями могут быть люди, которые ни одного дня не работали, ни секретарем, ни помощником, ни консультантом. Это самое страшное. То есть идет, вымывание институциональной базы. Понимаете, они говорят, кандидат, доктор наук. Ну, посмотрите, диссернет, что печатает. Это же страшно. И судьи сами вводят в заблуждение высшее руководство страны. Судьи должны избираться народом. Это говорят люди, посвятившие свою жизнь работе с законами и судами, знающие систему изнутри. Мнение о судьях у горожан еще негативнее. Недовольство у них вызывает еще и то, что бесконечные реформы этой ветви власти оказываются неэффективными. Я не доверяю суду, и никто вообще не доверяет. Почему? Ну, я же вижу, что все плачут, и вообще нет никакой справедливости. Нет, не доверяю. Мне не приходилось с ними сталкиваться, не знаю. Столько лет они стараются делать реформу, но мы же видим, что наоборот, все коррупционеры идут на повышение. О низком уровне доверия к судебной системе несколько дней назад заявил и глава государства Сооронбай Жээнбеков. В ходе встречи с бизнес-сообществом он отметил, что предприниматели и инвесторы в числе рисков и трудностей ведения дела в нашей стране указали как раз недоверие к судам. В особенности, когда речь идет о защите частной собственности. И для общества, и для предпринимателей важная задача – доверие граждан к судебной системе. Одна из основных претензий предпринимателей – несправедливость судебных разбирательств. У нас существует специальный сайт. Туда поступает много писем и обращений, в которых говорится о несправедливости судебной системы. С произволом в судебной системе так или иначе ежедневно сталкиваются сотни людей. Одним из ярких примеров того – попытка захвата телеканала НТС и ареста оборудования компании. Напомним, 19 декабря в офис НТС прибыли судоисполнители и сотрудники милиции. У первых на руках было решение судьи межрайонного суда Айдарбека Алымкулова об опечатывании здания и описи всего имущества. И что было самым поразительным, так это скорость, с которой Алымкулов вынес свое решение об аресте имущества канала. Едва ли не в тот же день, когда было подано исковое заявление от представителя истца компании Gregstone Capital, аффилированной сыном беглого президента Максимом Бакиевым. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС.